Рахмона заставят прогнуться и подружиться с талибами? Подписывайтесь на обновление и будете в курсе всего самого важного. Развитие рабочего диалога с талибами как с доминирующей внутриполитической силой Афганистана отвечает интересам региона. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Российско-Таджикском славянском университете. По нашему убеждению, выстраивание рабочего диалога с талибами как на данный момент с безальтернативной доминирующей внутриполитической силой Афганистана отвечает интересам безопасности и экономического развития региона, а также целям межафганского национального примирения, к которому постоянно подталкиваем нынешняя власть в Кабуле, сказал Лавров. Министр подчеркнул, что пока определенные условия не будут выполнены, Москва не может говорить об официальном признании правительства талибов. Эти обязательства включали формирование сбалансированного в этнополитическом плане правительства, наращивание мер по борьбе с терроризмом и наркотрафиком, обеспечение базовых прав человека для всех населяющих Афганистан народов, включая таджиков. В своих контактах с представителями талибов, а они у нас достаточно регулярны, побуждаем их ускорить решение этих объявленных на весь мир задач, сказал Лавров. Также на встрече с РТСУ призвал партнеров из Центральной Азии критически воспринимать навязываемые западниками схемы сотрудничества. Сегодня наблюдаются целенаправленные усилия Запада по напористому проникновению, в том числе гуманитарному и военному, в Центральную Азию, сказал глава российской дипломатии. Стоит критически воспринимать навязываемые западниками схемы сотрудничества и в военной области, и программы обучения сотрудников правоохранительных органов. Он также указал на то, что программы содействия развитию, продвигаемые геополитическими инженерами стран Запада, на деле являются инструментами контроля и переформатирования политико-экономического ландшафта Центральноазиатского региона под себя. В том числе мы сегодня в ходе переговоров об этом говорили в ключевой сфере водопользования, добавил глава МИД Российской Федерации. Главы правительства СНГ в этом месяце планируют подписать соглашение о торговле услугами, заявил министр. В этом же месяце, через несколько дней, на встрече глав правительства СНГ планируется подписать соглашение о торговле услугами, над которым долгое время шла работа. Это еще более продвинет вперед либерализацию торговли в содружестве, сказал Лавров. Кроме того, он отметил, что интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического союза ЕС продолжают углубляться. Этот проект на деле доказал свою востребованность и устойчивость, позитивные результаты взаимодействия в его рамках. Прежде всего заметен рост взаимного товарооборота. Яркое тому свидетельство. Сегодня общий рынок Евразес насчитывает более 180 миллионов потребителей, обеспечивает свободное передвижение товаров, услуг, капитала и рабочей силы, указал министр. Заседание Совета глав правительства СНГ под председательством Кыргызстана пройдет 8 июня в Сочи. Как ожидается, главы правительства обменяются мнениями по актуальным темам экономического взаимодействия в СНГ, обсудят вопросы гуманитарной направленности, рассмотрят кадровую повестку. При этом глава МИД Российской Федерации подчеркнул, что Россия, председательствующая в ЕС в этом году, уделяет повышенное внимание наращиванию диалога с третьими странами и международными структурами, которые проявляют к этому интерес. В том числе, разумеется, и с нашими таджикистанскими друзьями. О перспективности сближения Таджикистана с Евразийским экономическим союзом говорит статистика. Согласно данным Евразийского банка развития, в прошлом году на Евразес приходилось 44% объема внешней торговли Таджикистана, резюмировал Лавров. Как вы относитесь к таким взглядам представителя России? Как вы думаете, действительно ли уже пора налаживать отношения с талибами? И реально ли Запад играет с Таджикистаном? Напишите, пожалуйста, свое мнение. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.